наш семинар. После вот семинара я отправлю запись экрана. Да, у нас образовательный, то есть сайт образовательной организации у нас регулируется вот тремя нормативными правовыми актами. Это Федеральный закон об образовании, постановление правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года номер 1802 и приказом Рособорнадзора от 14 августа 2020 года номер 831. Мы основным будем использоваться вот приказом Рособорнадзора 831. И здесь в этом приказе у нас указаны все подразделы, которые должны быть обязательно в наших образовательных организациях. То есть вот в этом приказе у нас есть должны создать обязательный раздел. Этот раздел должен называться «Сведения об образовательной организации». Демонстрация не видно же. Демонстрации не видно, да? Видно? Вот видно. Вы нажимаете на экран лектора, нажимаете, и видно прекрасно демонстрацию. Хорошо. Поэтому видно. Поэтому вот приказы у нас обязательно должен быть вот раздел «Сведения об образовательной организации», и в этом разделе подразделы должны содержаться. И тоже эти подразделы у нас указаны вот в нашем приказе, и обязательно эти подразделы вот в последнем пункте 8 они должны эти разделы должны иметь специальную HTML-разметку. Но HTML-разметку можете использовать, эта разметка пока нигде не указано, но его можно найти в методических рекомендациях, отправленных для высших образовательных организаций. Но все это я у себя вот сделал, то есть собрал. И вот здесь у нас структура нашей организации должна выглядеть вот таким образом. То есть адрес страницы вот такие, адресы должны быть и так далее. Ну, давайте посмотрим сразу на... Давайте сначала рассмотрим на примере одного из детских садов. Давайте я рассмотрю вот детский сад Тугучан Абыйского района. Вот на Тугучан. Давайте я открою в новой странице. Не получается. Пока, наверное, близким. Давайте тогда я вот посмотрю. Звездочку давайте рассмотрим. Алдаевского района. То есть у нас после вот откроется вот такое окошко, и у нас пока здесь ничего нету. И чтобы заполнить наш вот сайт, мы должны войти в административный панель. Для этого вот наверху есть кнопка «Войти». Наверху, справа, сверху «Войти». И вот здесь, когда нажимаем «Войти», открывается вот такое маленькое окошко. И здесь нажимаем кнопку «Администратор». И вот здесь нужно ввести наш логин, пароль и код проверки. Ну, давайте эти логины и пароли вам должны были отправить уже управление образования. И вот мы вошли в наш сайт.
При входе нас попросит вот изменить пароль и ввести личные данные. Но можете и не изменять пароль. Чтобы войти в административный панель, вот здесь наверху есть вот такие шестеренки. И здесь при попадании курсора выводится вот такое сообщение. Вход в панель администрирования. Обязательно нажмите на него, чтобы заполнить наш сайт. И у нас откроется вот такой административный панель. И сначала у нас открывается вот такой рабочий стол. И вот здесь справа есть вот такое меню. Оно содержит 4 пункта: структура, модули, настройки и статистика. Но, к сожалению, вот эта статистика у нас не работает. И поэтому мы рассмотрим только вот эти 3 раздела. Но сначала мы должны настроить наш сайт, то есть создать меню вот здесь. Это меню вот должно появиться вот здесь. И здесь, чтобы создать это меню, мы в пункте структура переходим в управление меню. И вот здесь пока ни одного меню нету. Мы должны здесь добавить меню. Для этого вот нажимаем кнопку «Добавить меню». И ведь здесь мы вводим наше основное меню. И обязательно расположение меню должно быть вот такие. То есть обязательно должно быть вот такое расположение: main, нижнее подчеркивание, меню. И чтобы сразу же переводилось в наше основное меню, здесь поставьте галочку по умолчанию. И тогда при следующей попытке войти у нас будет переходить сразу в основное меню. Нажимаем «Сохранить». И вот у вас должно появиться вот такое основное меню. И чтобы добавить вот здесь в основном меню подразделы, нажимаем вот здесь глазок. И вот здесь уже структура представления данных. То есть здесь мы должны создать раздел нашего сайта. Ну, давайте сначала мы создадим наш обязательный раздел «Основные сведения об образовательной организации». Для этого мы можем создать элемент. И если вы хотите добавить сразу несколько подразделов или разделов, можете нажать на вторую кнопку «Создать элементы». То есть здесь уже нужно добавить сразу несколько элементов. Давайте сначала рассмотрим первый способ. Создать элемент. И здесь у нас появляется вот такое окошко, элемент меню. И здесь мы вводим заголовок. То есть здесь вводим название нашего раздела. Ну, давайте введем сведения об образовательной организации. Но при вводе вот эти наименования нашего раздела, здесь адрес страницы автоматом вот такое выводит. То есть транслитерацию делает. Но наши разделы, обязательно разделы, должны содержать специально разметка, HTML разметка. То есть оно должно быть вот таким. То есть вот это требование рекомендаций тоже вам отправлю. И вот сведения об образовательной организации должна содержать вот такой адрес. То есть сведения. Вот такой сведения. Мы здесь обязательно ставим «Опубликовано» и является ссылкой. И нажимаем «Сохранить». Тогда у нас создаться этот раздел. Вот он, сведения об образовательной организации. У нас создалась. И сразу мы можем посмотреть на сайте, есть ли этот раздел, появилось ли это. Нажимаем вот сюда наименование организации. И вот здесь нажимаем меню. И вот посмотрите, сведения об образовательной организации. Появилось наше меню. Можем вот переходим и посмотрите, вот адрес на строке нашего сайта наверху вот появилась вот адрес нашего микроразметка Sweden. И теперь внутри этого раздела мы должны создать подразделы. Как это делаем? Для этого тоже можем нажать вот первый, давайте еще раз покажу. Нажимаем кнопку «Создать элемент», первую кнопку. Сейчас. И вот здесь выбираем родительский раздел. Вот сведения об образовании, оно должно быть родительским. То есть внизу этого подраздела мы хотим создать, внутри него. И вот здесь мы вводим наш подраздел. Подраздел у нас должно быть следующее: основные сведения.
Вот основные сведения. И адрес нашей страницы должен быть вот таким. Common. Тоже ставим галочку. Является ссылкой, тоже ставим обязательно. И нажимаем «Сохранить». Посмотрите. Вот подраздел у нас создался. Вот раздел, а здесь уже подраздел «Основные сведения». Давайте посмотрим на сайте, как это будет выглядеть. Вот, открываем. И вот посмотрите сведения. И рядом с ним появилась вот стрелочка. Нажимаем его и посмотрите. Подраздел «Основные сведения». Когда мы переходим на него, этот подраздел, у нас в адресной строке у нас должны быть вот такие. То есть раздел сведений, а потом подраздел вот «Основные сведения». А если мы хотим добавить сразу несколько разделов, мы нажимаем на эту вторую кнопку «Создать элементы». Давайте покажу, как это делается. Нажимаем. И вот посмотрите, появляется вот такое окошко. Вот здесь мы добавляем наши подразделы, например, вот структура. Здесь добавляем нашу вот разметку HTML, то есть адрес сайта. Является опубликовано «да», ссылка «да». То есть добавляем вот так сразу несколько подразделов. То есть вы можете вот так сразу же, не по одному создавать эти такие разделы, а сразу добавить сразу несколько подразделов. Вот так. Можете скопировать, вставить. Добавили документы, добавляем подраздел «Образование», добавляем вот адрес сайтов, образовательные стандарты и требования, и его адрес тоже. Руководство и педагогический состав. То есть эти разделы у нас обязательно должны быть. Даже если вы, например, не пользуетесь, например, вот стипендией, поддержкой, мер поддержки обучающихся, если у вас нет стипендии, тогда все равно этот раздел должен быть, но внутри вы пишете о том, что вашей организации, например, стипендии не предоставляется. То есть обязательно все равно эти разделы должны быть. То есть эти разделы у нас в требованиях прописаны, в приказе Рособорнадзор тоже есть. И поэтому вот эти разделы должны быть. Ну, давайте пока эти разделы добавим. Вот, то есть добавляем вот такие и нажимаем «Сохранить». И у нас скопом, вот посмотрите, создалось. Но они добавляются в основном меню, а не как подразделы. Чтобы добавить их как подразделы, можем просто переместить их. Вот нажимаем на структуру и органы управления, например, и просто перемещаем вот так. Берем следующий раздел, перемещаем как подраздел. Вот, посмотрите внутри. Точно так же можем добавить вот так подразделы, или же просто переместить. То есть как угодно можете перемещать их. Все. Все сделалось. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Переходим на сайт. Открываем меню. И вот посмотрите. Вот наши подразделы. Давайте вот переведем, смотрим. Тоже в адресной строке. Вот подраздел, сведения, а потом уже стипендии и меры поддержки. Теперь, как мы добавляем вот здесь текст, рисунки и так далее. Для этого можно несколькими способами. Для этого можно первым способом это управление одиночными страницами. И когда мы создаем все эти разделы, у нас появляются вот одиночные страницы. Вот она. Давайте основные сведения. Для этого выбираем вот наши основные сведения. И вот здесь есть кнопка вот карандашик. Нажимаем «Редактировать». И вот здесь уже мы можем добавлять наши тексты, фотографии, ну и так далее. Это обычное вот содержимое. Здесь вводим наш основной текст. Вот здесь внизу добавляем фотографии, как отдельные фотогалереи. Можем добавить файлы,
тоже отдельным разделом внизу. А если мы хотим добавить фотографию внутри текста, то здесь нажимаем вот добавить фотографию, изображение. Нажимаем, и вот здесь мы загружаем изображение на сервер. Да, предупреждаем. По требованиям Рособорнадзора файлы максимум должно быть 15 мегабайтов. То есть больше не должно быть. Если вы сканируете документы или фотографии вводите на наш сайт, то эти файлы не должны превышать 15 мегабайтов. То есть это максимум. Если там превышает 15 мегабайт, то этот файл нужно разделить сразу на несколько частей, чтобы оно не превышало это 15 мегабайтов. А вот здесь сбоку находится статус публикации. То есть, если наш сайт находится, то есть эта страница уже показывает, то это является опубликовано. Если поставим черновик, то эта страница не будет видна на сайте. То есть оно как черновик сохранится. Также можем запланировать, в какое время этот сайт у нас станет видим. Вот здесь показывается, когда было обновлено последний раз наш сайт. Можно поделиться в соцсетях. То есть, когда ставим вот эту галочку «Поделиться в соцсетях», у нас появляются вот такие «Поделиться» вот иконки. То есть, можем поделиться сразу автоматом вот эти соцсети. Можем добавить миниатюру. Но обычно миниатюра используется в новостях. А обычно, чтобы добавить вот эти изображения, можем вот через самое вот описание текста, либо как фотогалерея можем добавить, вот внизу, вот здесь добавить фото, или добавить как файлы. После того, как все это ввели, сохраняем. И можем посмотреть сразу, как это будет показано. Вот здесь показать страницу. Ну, это я показал первый способ. Есть и второй способ, как добавить этот текст. Просто переходим в управление меню. Вот посмотрите, когда я нажал управление меню, сразу перешло вот структура представления нашего основного меню. Управление меню. Вот здесь выбираем, например, вот стипендии мир поддержки, например. Нажимаем вот здесь плюсик. Нажимаем плюсик. И у меня сразу переводится, вот посмотрите, тоже изменение страницы. Тоже можем добавить. Это второй способ. И есть еще третий способ. Вот открываем саму страницу. И вот здесь есть кнопка вот само редактирование. Эта кнопка появляется только если вы вошли как администратор. Нажимаем. И посмотрите. То же самое. Эти три. То есть у нас есть сразу три способа, как редактировать эти данные. Ну, давайте я покажу. Вот здесь у меня есть вот подраздел, что должны содержать, какие информации. Все это должно быть тоже указано. Но это рекомендации. Оно должно, можете как угодно его внести, но рекомендуем вот такие таблицы создавать. То есть сначала вы можете себе вот в эти таблицы заполнить, а потом скопировать и вставить. Например, давайте я скопирую и вставлю. Вот. Копировать. И давайте я переведу вот основные сведения. Нажимаю сюда. И вот этот текст я могу сразу здесь вставить. Вот, вставилось вот так. Можем ставить, отменить, вот и ставить как чистый текст. Вот, то есть, если в вашем вордовском документе слишком там форматирование сложное, то если мы хотим его упростить, то можем вставить как текст. Вот нажимаем сюда и здесь вставляем наш текст. Тогда у нас добавится чисто как текст. Или же мы хотим просто уменьшить форматирование нашего текста, то можем добавить как вордовский документ. То есть добавляем, и добавляется вот таким способом. То есть в этом способе у нас лишнее форматирование убирается. Но оно все равно будет видно как в вордовском документе. После того, как добавляем, например, сохраним, и можем посмотреть, как все это видно. Давайте посмотрим. Заходим. И основные сведения. Вот оно, посмотрите. Теперь,
когда мы открываем новую страницу, все новости у нас появляются вот здесь. Как мы добавляем новости. И как мы можем настроить вот герб нашей организации, чтобы появился здесь на главной странице, и вот наверху вот здесь иконки, вкладки нашей страницы. И еще мы должны скрыть вот эти проекты и опросы, пока у нас проектов и опросов проводиться не будут. Точно так же вот вопрос-ответ. К сожалению, вот этот модуль вопрос-ответ у нас, если мы зададим какой-то вопрос, то оно уйдет не к вам, а администратору самого вот этого сайта. То есть оно придет в РЦИТ, а не к вам. То есть если у вас хотите, чтобы была обратная связь, то пользователи должны отправить сообщение отсюда, в меню. Тогда ваши эти сообщения прибудут к вам. И чтобы вот скрыть вот эти виджеты, мы переходим в следующий, вот здесь раздел. Настройки. Ну, давайте сразу я покажу в настройках. Переходим в общие настройки. И вот здесь мы добавляем герб нашего сайта. Например, детский сад, звездочка. Ну, выбираете вот здесь изображение какого-нибудь. Давайте я как пример добавлю какое-нибудь изображение. Потом можно его отредактировать. Давайте я добавлю и рисунок. Давайте, вот оно. Здесь нажимаем сохранить. И вот здесь обязательно тоже сохранить. После того, как сохранилось, смотрим. Посмотрите, вот появился герб нашей организации. Вот здесь наверху тоже появился. Ага. Ну а чтобы большой вот этот герб нашей организации вот здесь появилась, вы добавляете для этого как новость. Можно новость добавить через административную панель, вот создать новость, либо через модуль, вот здесь новость. Ну, давайте я это потом покажу. Сначала давайте просмотрим все основные настройки. Добавили вот наш герб нашей организации. И вот здесь внизу есть следующее. Скрыть блок опросы, скрыть блок проекты, вопрос-ответ. То есть мы можем вот скрыть эти блоки. То есть когда мы ставим вот здесь галочки, скрыть вот блоки, опросы, проекты, то они не будут уже показаны. То есть ставим здесь 3 галочки, нажимаем вот здесь наверху сохранить и посмотрим на сайте. Посмотрите, исчезли. Теперь, ну, еще есть вот такой блок, вот, октябрь, то есть здесь стоит у нас календарь, но почему-то здесь ничего нет. Но здесь будет показываться анонсы новостей, то есть анонсы мероприятий, каких-то конкурсов. Эти анонсы вы можете добавить тоже вот здесь, через административную панель, добавить анонс, к сожалению, только через него. Ну, давайте добавлю как пример. Нажимаем «Добавить анонс». И здесь вводим наименование нашего анонса, что из предстоящего мероприятия. Кто является организатором, место проведения, где будет проводиться. Здесь пишем «Превью», то есть только то, которое будет показываться вот здесь, на главной странице. Извините, ничего не видно. Не видно, да? Сейчас посмотрим. Видно, не видно, да? Еще раз, сейчас попробуем. Не видно. Не видно, да? Сейчас тогда... Да, это Видно, наоборот. видно, да? Ага, хорошо. А у нас экран черный. Хорошо. Ну, я запись все отправлю, посмотрите. Хорошо. Ага, ну, тем, которым видно, давайте еще продолжу. Вот здесь превью будет, например, текст, который будет видно на главной странице.
А вот здесь уже полностью описание нашего превью, то есть предыдущего мероприятия. Ну, любой текст давайте вводим, как пример. Здесь можем поставить дату, время начала этого анонса, когда будет показываться, время окончания и дата публикации, когда оно будет опубликовано. Ну и здесь обязательно ставим опубликовано. Здесь добавляем изображение нашего анонса. Нажимаем сохранить. И давайте посмотрим на сайте. Вот, посмотрите, добавился вот анонс. А если вы анонсов у вас не будет или не пользуетесь ими, этот блок тоже можно скрыть. Для этого тоже находим настройки, общие настройки. И вот здесь внизу есть вот скрыть блок анонс. Если поставите галочку здесь, то этот блок анонсов у нас еще скроется. Есть еще в нашем сайте вот такая иконка на главной странице форм. Когда нажимаем, мы переводимся в вот такой форум нашей организации. Но, к сожалению, в этом форуме очень функционал очень порезан. И я не рекомендую пользоваться этим форумом, потому что здесь в этих форумах можете посмотреть эти темы, которые созданы, и может отвечать на эти темы только зарегистрированный пользователь. А как вы знаете, у нас зарегистрированы только администраторы сайтов, то есть только сам администратор. И другие вот администраторы этих сайтов могут только к вам войти в ваш форум и только к ним. А простые пользователи, гости вашего сайта, к сожалению, не могут смотреть эти темы и отвечать на эти темы форумов. Поэтому я рекомендую вот этот форум не пользоваться и просто скрыть этот значок тоже. Чтобы скрыть его, тоже есть вот в настройках, вот галочка тоже скрыть, ссылка на форум. Ставим, нажимаем сохранить. И давайте посмотрим. У нас вот ссылка на форум, то есть значок исчез. Ну, давайте посмотрим теперь, как добавлять новости. Перед тем, как добавить новости, давайте посмотрим, как внизу вот здесь добавить контактную информацию. Обязательно должна быть контактная информация. И чтобы добавить контактную информацию, мы выбираем вот здесь модули. И вот здесь есть раздел «Контактная информация». Нажимаем, и здесь добавляем наши контакты, нашей организации. К сожалению, вот здесь мы, чтобы добавить контакты, сначала мы должны ввести адрес нашей организации. Ну, например, давайте я как пример внесу. Ну, потом, конечно, можно его отредактировать. Описание, конечно, можете внести, но не рекомендую, потому что на сайте вот здесь будет показывать только вот этот внесенный адрес. Сначала мы вносим только адрес, нажимаем «Сохранить», и только потом добавляем контактные данные. То есть это контактный, например, номер телефона. Вот добавить вот номер телефона. Вводим код города, то есть сколько городов у вас есть. Если стационарный телефон, то рекомендую использовать 5. То есть вот такой вот тогда будет выглядеть. Вот таким образом, как пример. Ну, а если вы вводите, например, сотовый, то можете вот таким образом. Можете добавить как примечание. И после того, как внесли, нажимаем «Сохранить». И вот у нас телефон добавилось. Точно так же добавляем электронную почту. Давайте контактные данные. Нажимаем. Выбираем, например, вот здесь email. Добавляем нашу электронную почту. Давайте. Ну, это как тоже пример. Тоже как примечание можете добавить. И нажимаем «Сохранить».
После того, как вот добавили, сохраняем. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть на нашем сайте. И вот, посмотрите, внизу появился вот адрес, телефон, электронная почта. Мгм. Теперь, как добавляем новости? Вот здесь. Как я говорил, новости можно двумя способами. Через административный панель, вот создать новость, а можно через модули и вот новости. Нажимаем. И вот здесь нажимаем создать новости. Давайте сначала на главной странице я здесь поставлю герб нашей организации. Для этого, чтобы добавить герб, вот здесь я заголовок обязательно вводим. Ну, давайте герб организации. И вот здесь добавляем миниатюру. Выбираем файл. Например. Угу. Вот нас. Выбираем вот так, как это выглядит. И ставлю опубликовано. И вот здесь обязательно ставлю отображать в блок объявлений галочку. Сохранить. Угу. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Посмотрите, вот оно. Оно, конечно, сохранится как новость, но оно будет вот здесь показываться в блоке вот, объявлений. То есть это как объявление будет. Если вы добавите еще вторую новость, например, давайте вот покажу. Следующая новость. Пример как. Пример. И давайте его добавим какой-нибудь текст, добавим еще какой-нибудь рисунок. И если поставили как отображать блок объявлений, сохраню, то оно будет выглядеть следующим образом. Сейчас. Не сохранилось. Сохранить. Угу. Вот оно. К сожалению, более старый у нас как бы переместить его в наш сайт, герб. Чтобы такого не было, нужно, чтобы вот здесь в нашей новости в блоке объявлений не было вот такого галочки. То есть убираем, сохраняем, тогда простые новости будут показываться вот здесь сбоку. Вот. Поэтому лучше я рекомендую, чтобы герб вашей организации здесь был. Только гербы вот там рекомендую поставить вот здесь в блоке объявлений галочку. А в остальных новостях просто здесь не ставить галочки. Ну, конечно, можно, если вы что-то неправильно ввели, все эти новости тоже можно удалить. Вот, нажимаем удалить. Окей. И тогда на нашем сайте вот. Да, и еще как добавляем в новостях фотографии, тексты, файлы и так далее. То же самое. Сначала создать новость. Давайте я. Пример. Здесь пусть будет текст, а здесь миниатюра нашего вот новости. Давайте открыть. И сначала, перед тем, как опубликовать эту новость, я рекомендую сначала сохранить его как черновик. Потому что в первый раз, когда мы добавляем вот новости, у нас нет модулей добавления фотогалереи и файлов. Вот посмотрите, модуль будет доступен только после сохранения новости. Поэтому я сначала ставим черновик и сохранить. И тогда вот посмотрите, добавится модуль добавления фотографий и добавление файлов. То есть если вы в новостях хотите добавить фотогалерею и файлы, то сначала сохраняем как черновик, а потом и только добавляем фотографии. Ну давайте добавим вторую фотографию. Сохранить. А если мы добавим какой-нибудь документ, вот он, файлы, у нас автоматом создастся вот такой папка файлы.
Мгм. И давайте сохраним. Опубликовано. Сохранить. Мгм. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот наша новость. Это наша миниатюра, которая показывает на нашей странице. Когда нажимаем на наши миниатюры, вот открывается вот такое. Вот фотогалерея у нас появляется вот здесь сбоку, и оно все фотографии будет показывать внизу. Когда нажимаем фотографии, вот она будет показывать вот так фотогалереи. Мгм. А файлы будет показано вот таким способом. Мгм. А чтобы в самом тексте вот здесь, в нашей новости, были фотографии, нужно тогда делать следующим образом. Давайте заходим. И вот здесь добавляем, например, и внутри текста нашей новости хотите добавить изображение. Нажимаем сюда. Открывается вот такое окошко свойства изображения. Нажимаем вкладку «Загрузить». Выбираем файл из нашего компьютера. Открыть. Нажимаем обязательно «Загрузить на сервер». И вот здесь уже можем поставить настройки нашего изображения. То есть уравнивание как может быть, какие границы должны быть, отступы и так далее, ширину, высоту тоже можем сами отредактировать. Нажимаем ОК. И вот посмотрите, вот внутри добавилось как изображение. Нажимаем сохранить. И все это будет выглядеть таким образом. Вот наш текст, а вот изображение внутри текста, а не как фотогалерея. Да, да, еще. Если у вас будет отправить вот такое сообщение через это меню, например, кто-то, пользователь вашего сайта, вам отправит вот такое обращение, вот здесь обязательно вводит вот контактные данные человека. Мгм. Куда выбрать? Вот здесь выбирается ваша организация, например, звездочка, давайте. Вот здесь должны был выбраться наш детский сад. Обязательно. Ну почему-то здесь не показывает. Ну и текст сообщения, добавлять файлы, код проверки. И когда они отправляют на вашу организацию здесь это обращение, все эти обращения у нас приходят сюда. Вот. Модули и обращения. И еще, если мы хотим, чтобы в нашей главной странице показывало какие-то фотогалереи, которые вы хотите показать пользователю, то эта фотогалерея тоже можете вот здесь внизу. Для этого вот у нас есть в модулях фотогалерея. Вот. Здесь мы создаем сначала галерею. Вот. Новая фотогалерея. Нажимаем обязательно «Опубликовано». Сохраняем. И вот здесь внутри этой фотогалереи мы добавляем фотографии. Вот. Заходим. Забыл. Добавляете вот здесь фотографии. Загружаем наши фотографии. Например, вот сразу можем несколько выбрать. И автоматом вот здесь у нас загружаются все наши вот фотографии. Нажимаем «Сохранить». Вот здесь добавляется наши фотографии. Нажимаем «Сохранить». Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. И вот она, наша фотогалерея. Нажимаем и можем посмотреть вот нашу фотогалерею. То есть вот такие фотогалереи можно создавать не только вот в этом разделе, но и в каждом подразделе. Вот здесь заходим в любой подраздел. Здесь тоже в каждой новости можно вот так
отредактировать, и здесь можем добавить вот такие фотографии, то есть фотогалереи. Тоже, да, если добавите здесь фотографии, то внизу тоже появится точно такой же фотогалерея, как вот здесь. Мгм. Мгм. Конечно, все это можете, если что-то все неправильно внесли, все это можно отредактировать, удалить и так далее. Вот. Мгм. Да, еще. В нашем сайте обязательно должны быть баннеры. Да. Вот на сайте, то есть есть рекомендации, и там рекомендации должны быть баннеры на Министерство просвещения, и на сайте Рособорнадзора, и на сайте edu.ru, кажется. Мгм. И чтобы добавить эти баннеры, вот здесь в главной странице тоже есть модули, и там есть баннеры. И вот здесь, чтобы добавить баннеры, они должны быть определенного размера. То есть вот такого размера. 190 на 80 пикселей. И максимальный размер не должен превышать 10 мегабайт. То есть давайте здесь я добавлю Министерство просвещения. Минпросвещение. Сайт нашего Минпросвещения. Давайте, как было-то? Сейчас покажу. Вот на сайт Минпросвещения edu.gov.ru. Вот такой адрес должен быть. И вот здесь обязательно добавляем баннер нашего изображения. То есть просвещение. То есть этот баннер вы создаете сами. Ну или же можете откуда-нибудь скачать. Вот такой. Нажимаем сохранить. Мгм. И смотрим на сайте. И вот на баннер. Точно так же можете добавить какие угодно баннеры. Вот здесь внизу появятся все эти баннеры. Мгм. Да, кажется, мы все рассмотрели. Контактные. Ага. Да, есть еще вот нормативные правовые акты. Вот эти нормативные правовые акты мы можем сделать, чтобы показывать на главной странице, в виджетах. Для этого нужно создать обязательно вот какой-нибудь раздел вот здесь, в структурах управления меню, либо же одиночную страницу мы можем создать, то есть добавить запись. И при создании вот этой нормативно-правового акта вот здесь новая страница, давайте НПА добавлю опубликовано. Вот посмотрите, у нас создалось. И тогда добавляем, например, нормативно-правовые акты, какие-нибудь файлы, например, добавим документ, любой, например, номер. Мгм. Выбираем какой-нибудь файл и сохранить. Корневая папка. Да, корневая папка у нас, оказывается, не создана. То есть в структуре вот здесь, если мы создадим какой-нибудь элемент, и этот элемент должен содержать вот здесь адрес страницы, но должно вот такой. NPA должно быть по-английски. NPA. Даже если не опубликован, давайте вот так сделаем. Уже используется. Давайте сейчас я здесь... удалю его. Уже используется.
Давайте посмотрим, как это будет. Мгм. Да, если мы создадим вот такое, к сожалению, у нас есть такое, если мы создадим с каким-то адресом вот раздел или страницу, то при втором создании у нас будет выводиться такое сообщение, оказывается. Мгм. Ну, чтобы НПА тоже не выводили на главной странице, тоже мы можем вот здесь скрыть блок НПА. Вот здесь поставить. Обычно вот такой блок у нас нормативно-правовые акты мы создаем в нашем разделе. Вот здесь основные сведения и документы. Поэтому я рекомендую не создавать вот такой раздел нормативно-правовые акты. А эти нормативно-правовые акты добавлять вот здесь в этом разделе. Для этого вот нажимаем сюда. И вот здесь внизу есть вот такие файлы, модуль файлы. И здесь мы можем добавить сразу несколько папок. Давайте добавим папку, назову как NPA. И внутри вот этой NPA мы можем добавлять файлы. Точно так же вот здесь добавим, например, основные документы, в которых мы можем добавить. Например, это в основных документах может быть устав, свидетельство, аккредитация, а вот в остальных других НПА там уже нормативно-правовые акты. Чтобы добавить эти в папке документы, выбираем, нажимаем добавить документы и вот здесь выбираем вот наши папки. Например, в основных документах мы добавляем наши вот основные документы, это устав, лицензия, аккредитация, ну и так далее, разделить документы, а в папке, например, НП добавляем уже локальные нормативные акты, приказы, ну и те документы, которые требуют внести в сайт. Вот так, выбирайте папки и здесь добавляем эти документы. Тогда у нас, давайте я покажу, добавим документ. Давайте я добавлю какой-нибудь как пример документ. Сохранить. А в основных документах давайте я тоже добавлю какой-нибудь пример. И сохраним. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот, посмотрите. У нас создалось вот две раздела. НПА и основные документы. Вот так вы можете добавлять документы в наш сайт. Ну и, конечно, потом тоже можете отредактировать. Давайте я удалю эти файлы. Вот здесь сразу показывает, сколько файлов было добавлено. Можем посмотреть внутри, зайдя в папки, нажимаем вот глазок. И вот внутри есть вот этот файл. Нажимаем удалить, окей. Вот, удалилось. Можем также удалить всю папку, например. Нажимаем, окей. Точно так же фотогалереи тоже можете создавать вот здесь. Фотографии и так далее. Сохранить. И здесь давайте посмотрим. Вот, все исчезло. Ну, я надеюсь, все показал. Да, если вы потеряете логин, пароль, или же вот в наименовании вашей организации вот здесь внесены какие-то неправильно, то можете обратиться к нам. Мы поменяем наименование, можем предоставить логин и пароль, если вы потеряете. Ну а также, если точно так же можете обратиться в техподдержку сайта. Вот она. Это техподдержка РЦИТа, то есть наш сервер нашего сайта и
находится на ЦОДе, то есть Центре обработки данных, а его техподдержкой занимается вот РЦИТ. Ну, в основном у меня вот так, вот так. Если есть вопросы, можете задавать. Доброе утро, Доброе утро. Петр. Мгм. А вот эту запись вы будете отправлять, да? Да, отправлю. Хорошо. Очень, очень хорошо. Мгм. Спасибо. Есть еще вопросы? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот на главной странице я видела реестр же есть, реестр организаций. Да, да. Вот там я не нашла своей организации. А, Или после заполнения этого сайта мы будем? какая ваша организация? Детский сад, да? Да, детский сад, А, Кончарь, Альнёвский район. Если не нашли, то да, может создавать только в РЦИТ. Давайте я запишу себя. Вы сказали Оленёкский, да? Угу. Оленёкский, как называется детский сад? Кончарь. Кончари. Мгм. Хорошо, мы обратимся в РЦИТ, чтобы добавили ваши организации. Вот здесь в реестре. Мгм. Ага, еще есть вопросы? Петр, можно спросить вопрос? Я хочу, допустим, сделать новостную ленту Мгм. не на главной странице, а в другом разделе. Это возможно или нет? О, к сожалению, нет. Только на главной странице. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Видеоматериал всем отправляете, Да, да? всем отправим. Ну, и отправим Хорошо. мы всем управлением образованием, а они вам перенаправят эти. Мгм. Мгм. Хорошо. Мгм. А вот эта HTML-разметка, она обязательная, да, для создания вот основного Да, это, сведения, да, основных сведений? это они обязательны, к сожалению. И HTML, и вот разметка тоже обязательно должна быть. Все это прописано вот в приказе Рособорнадзора, вот внизу. Вот. Специальная HTML разметка должна иметь. Ну, и это тоже методические рекомендации. Вот HTML разметка я тоже всем отправлю. Вместе с видеозаписи. Ну, только в этой обязательно, вот эти разделы, только эти адреса должны быть обязательными. А остальных, конечно, как угодно может быть. Мгм. Вопросы еще есть? Мгм. Ну, кажется, вопросов нет. Ну, тогда на этом давайте сегодня закончим. Всем спасибо. До свидания. До свидания.